Приветствую, друзья! Как только российская армия отступила с Херсона, мы видим, что с новой силой вспыхнули бои на Донбассе. И мы видим, что ЧВК Вагнера продолжают окружать город Артемовск. Также идет зачистка Павловки. И здесь мы видим уже, что там все-таки в ближайшее время будет серьезная эскалация конфликта, потому что, скорее всего, часть группировки с Херсонского направления, как со стороны союзных сил, так и со стороны натовских войск, все-таки перебросят именно на Донбасс. В последний месяц мы видим, что регулярно в город Артемовск натовские войска пытаются присылать все больше и больше подкреплений. Именно поэтому сейчас там идут очень тяжелые уличные бои. Также высока вероятность интенсификации боев на запорожском направлении, потому что если все-таки часть группировки войск, которая у натовских войск стояла на Херсонском направлении, их перенаправят на Запорожское, то здесь мы будем видеть, скорее всего, попытку все-таки дойти до Энергодара, чтобы каким-то образом все-таки захватить Запорожскую атомную электростанцию. На этом фоне уже регулярно начинают прилетать с Ирана различные грузовые самолеты, и скорее всего все-таки сейчас идет насыщение российских войск различными иранскими ракетами и дронами камикадзе. Также стоит отметить, что не прекращаются удары и по критической инфраструктуре. И вот мы видим, что и в Черкасской области, и в других областях также прилетали и герань, и другие различные ракеты. И это, конечно, очень печально закончилось для энергообъектов. Вот на этих фотографиях видно, что подстанции и трансформаторы очень серьезно пострадали и восстановлению, естественно, не подлежат. Анализируя подобные удары, можно прийти к выводу, что российские войска действуют с точки зрения именно накопительного эффекта. И, конечно, сейчас особо не трогают те подстанции, которые перекачивают электроэнергию с атомных электростанций дальше в сеть. И, скорее всего, мы видим, что если только будут нанесены удары именно по этим подстанциям, уже которые с атомных электростанций идут, то тогда уже просто погрузится во тьму вся Украина. А пока на данный момент выбивают те трансформаторы, которые можно использовать в качестве маневровой мощности. Именно по ним сейчас приходится основной удар. И тут буквально вчера Эрдоган выступил в публичном поле и заявил, что все-таки западные страны постоянно атакуют Российскую Федерацию, а Россия защищается. И такие высказывания, они просто в корне рушат всю западную пропаганду и бредни Зеленского в отношении того, что, знаете, большая и могучая Россия напала на Украину. И здесь мы видим, что Эрдоган думает иначе. И здесь мы видим, что прямо в открытую говорится, что на самом-то деле тут нужно еще разбираться, кто на кого напал, и все не так однозначно. Недавно Эрдоган также заявил, что из Турции он будет делать международный газовый хаб, чтобы с этого газового хаба, конечно, кормить газом всю Европу. И это также в корне пересекается с интересами Соединенных Штатов Америки. Как известно, Соединенные Штаты Америки сейчас и газопроводы Северный поток-1 и 2 подорвали для того, чтобы все-таки свой сжиженный газ по цене в 3-4 раза дороже продавать европейцам. А здесь Эрдоган просто портит им весь, как говорится, бизнес, рассказывая, что сейчас он со своей Турцией зальет Европу газом. И это, конечно, уже, знаете, конкретный конфликт интересов. Причем там речь идет о сотнях миллиардов долларов. И тут сегодня мы наблюдаем, что в центре Стамбула произошел подрыв террориста-смертника. И, скорее всего, на процентов 99 это террористы с группировки ИГИЛ. Сейчас из Стамбула приходят просто ужасающие кадры. И, конечно, все это не могу я публиковать здесь на YouTube, потому что тут есть масса ограничений. Все это опубликовано у меня в телеграм-канале. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Мой телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас делают много клонов. И важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. И на фоне данных атак на Турцию несложно догадаться, что, собственно, структура террористов ИГИЛ это не просто так, вот знаете, из космоса взялось, а конкретно эту структуру создавали западные разведки, а конкретно американская и британская, для того, чтобы уничтожить Сирию и другие мусульманские государства, и используя радикальных исламистов, конечно, обучая их, организовывая и так далее, тут западные спецслужбы
чтобы решали очень много своих вопросов. И, судя по всему, продолжают решать. Интересно то, что начало 21 века ознаменовалось различными вот подобными взрывами, терактами и так далее. Там и самолеты там с башни-близнецами, и газопроводы Северный поток 1 и 2, и мы видим массу различных там взрывов в Ираке, в Афганистане и так далее. И здесь мы видим, что как только США стала полноправным гегемоном, как только СССР сошло с международной арены и Российская Федерация была еще в разобранном состоянии, мы видим, что именно вот этот тренд конкретно запустили именно западные страны. И для того, чтобы понять масштаб трагедии всего человечества, когда Соединенные Штаты с Британией захватили, по сути, контроль над всей практически планетой, то здесь вот обратите внимание на вот такую новость. Только вот сейчас первое российское судно по версии Организации Объединенных Наций все-таки с удобрениями пошло в африканские страны и так далее. А до этого времени мы видим, что западные страны просто блокировали российские удобрения, чтобы они не попадали на международный рынок. За счет того, что западные страны обладают самым большим в мире флотом, естественно, контролируют полностью все, что касается океанов и морей в большинстве случаев. И здесь мы видим, что по факту конкретно транспортировка морем, это просто ключевая история для международного рынка, то именно вот по этим параметрам был нанесен удар, и российские удобрения не могли попасть ни в Африку, ни в другие страны. И только сейчас эта ситуация, знаете, сошла с мертвой точки. И тут путем, знаете, элементарной логики мы можем прийти к элементарному, опять же, выводу о том, что именно западные страны путем антироссийских санкций и блокировок через там судоходство, именно конкретно поставки удобрений там в Африку и в другие страны, делали все для того, чтобы в Африке был голод, потому что объективно удобрения нужны для выращивания продуктов питания. И получается, западные страны обвиняли в создании голода на планете, конкретно Россию, потому что боевые действия в Украине якобы идут, а по факту именно западные страны делали все для того, чтобы Африка и прочие континенты даже не получали вообще удобрений и, конечно, бы максимально в ограниченном формате получали продовольствие, потому что всем грузовым судам просто вот в приказном порядке через санкции просто запрещали работать с Российской Федерацией. И если допустить вероятность того, что произошла некая серьезная сделка между руководством Российской Федерации и западными странами и все-таки разблокировали после выхода с Херсона российских войск вот историю с удобрениями и продовольствием в международном формате для Африки и Азии, то здесь уже можно опять же тогда прийти к выводу, что конкретно Россия сейчас делает все возможное, чтобы не допустить голода на земле. И здесь вот мы видим, что идет даже на такие жертвы, пускай и временные, как выход из Херсона. Ведь искусственная блокировка продовольствия с Европы, с России в Азию, в Африку, это действительно очень серьезный голод в рамках всей планеты. И от такого голода умрут не 100 тысяч человек, а много-много миллионов. Вот это будет действительно количество сумасшедших жертв. И здесь мы видим в плане, что вот если посмотреть в рамках не только там России, Украины и Запада, если мы просто посмотрим шире на ситуацию, то действительно сейчас Российская Федерация и Китай стоят на позициях, чтобы не допустить голода на земле, и ради этого идут на определенные уступки. Причем интересная ситуация складывается также и в отношении газа, конкретно с Российской Федерацией, потому что мы видим, что Европа все-таки продолжает покупать российский газ и взвинтила даже вот сумасшедшим спросом на него цену, и об этом даже западная пресса пишет. И тут, если просто опять же логически предположить, если бы России нужно было, чтобы в Европе был просто сумасшедший коллапс, то, безусловно, тогда бы Россия просто запретила поставки своего газа в Евросоюз. А так мы видим, что все-таки в Европе, с точки зрения, я так полагаю, российского руководства, должна сложиться ситуация, чтобы они осознали масштабы трагедии, когда Россия полностью запретит поставки энергоносителей в Евросоюз, и чтобы сделали определенные действия, особенно с учетом того, что с Америки им пытаются впарить газ американский в 3-4 раза
раза дороже. И здесь, скорее всего, идет очень серьезная игра в рамках геополитики, чтобы, знаете, не сильно жестко угробить Европу так, чтобы все-таки Европа наконец откололась от Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, крайне тяжелые будут последствия выхода Российской Федерации из Херсона, особенно с точки зрения украинского народа, потому что с учетом этого решения конфликт он затянется, причем на год, на 2, на 3. Если кто-то рассчитывал, что в течение года там ситуация разрешится на территории Украины, то здесь, как говорится, все далеко не так, а гораздо жестче будет развиваться, потому что объективно, рано или поздно, все равно Россия вернется в Херсон, потому что от территориальной целостности Россия никогда не откажется, особенно при наличии ядерного оружия. Ведь проявление слабости в этом вопросе это будет грозить просто распадом Российской Федерации и катастрофическими последствиями. Поэтому здесь будет делаться все со стороны Российской Федерации, чтобы с учетом, опять же, геополитики все-таки достичь своих целей. Именно поэтому сейчас там победные реляции Зеленского и так далее, это просто продолжение агонии страны. Причем такие страны, как Венгрия и Польша, это как раз прекрасно понимают. Именно поэтому уже официально венгерские и польские политики поздравляют друг друга вот такими фотографиями, где условно там польский и венгерский пограничник, знаете, жмут руку на территории, которая сейчас принадлежит Украине, конкретно на Западной Украине. Причем такие страны, как Польша, Венгрия и прочие, они прекрасно понимают, что когда на территории Украины пройдет бой между западными странами там, и Российской Федерацией, то от того, что осталось от Украины, можно будет себе оторвать кусочек. И, конечно, активно ждут этого момента, как знаете, квалифицированные стервятники. А тем временем в Молдове люди уже понимают, к чему ведут геополитические игры и не хотят того, чтобы у них развивалась такая же ситуация, как в Украине. Именно поэтому мы видим, что в Кишиневе опять выходят люди с протестами и просят Майю Санду добровольно покинуть пост президента, потому что мы видим, что Майя Санду все-таки последовательно выполняет все команды с посольства США, которые, естественно, ведут к тому, чтобы в Молдове также полыхнула ситуация, как в Украине. Стоит добавить, что природа протестов, которые сейчас идут в Молдавии, то здесь это не только, например, геополитика, а конкретно еще и местная коррупция повальная, потому что Майя Санду, когда шла на президентские выборы, рассказывала, что она великий антикоррупционер, что она коррупционеров всех поборет, а по факту граждане Молдовы просто видят этот беспредел, видят, как сумасшедшими темпами цены растут абсолютно на все, и здесь, конечно, за всем этим стоит клан, который сейчас Майя Санду крышует и покрывает, и, конечно, он имплементирован на западные страны, и здесь, с точки зрения именно коррупции, то можно сказать, что Майя Санду побила все рекорды своих предшественников. Так что здесь разве что можно пожелать удачи молдавскому народу все-таки избавиться от американской марионетки на посту президента. Тем более стоит добавить, что у Майи Санду, с учетом того, что она президент Молдавии, вроде как и официально абсолютно есть гражданство Румынии. И какой стране она служит, здесь, как говорится, история умалчивает. Выводы делайте сами и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там вам можно всегда гораздо больше интересной информации предоставить, нежели здесь на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. До скорого!